Мы с Орловым решили создать религию. Пока еще не знаем, какую мы создадим. Ижевскую. Тоталитарную религиозную секту. Да, тоталитарную. Да. Про Бордо. Я сказал про выставку. Ну давай, хорошо. Выставка очень показательная для студентов, особенно, да, тех, кто занимается и начинает заниматься искусством. Это вот пример того, что идеи валяются под ногами. Мы сегодня об этом говорили. Или на потолке. Да. Или под ногами, или на потолке, или там в мусорке где-то. Но они рядом всегда. И не хватает одного шага, одного миллиметра, одного микрона, чтобы эту идею увидеть. И через эти пластические ходы идет такой выразительный арт-жест. И в этом плане еще выставка показательна тем, что Энгель последовательный, абсолютно настойчивый в этом проекте. Я не могу не пить при таких словах. И это очень важно для любого художника, быть настойчивым, последовательным, очень внятным и на самом деле еще очень простым. То есть чем проще визуальный текст, тем он более объемный и более мудрый. Это мастерство, когда ты простым языком каким-то, который прямо под ногами валяется, говоришь что-то большее. Вот. И в связи с этим детским проектом, значит, Энгель меня всю зиму мучил, Раздевал догола, клал голым в снег, я там замерзал, простывал, вот. А в кадр ходила, ну, посмотри, вот так голова. Все. Мучил долго, а в результате в кадр пойдет. Это тоже вот, ну, как бы такой юмор. Причем проект на самом деле серьезный, и вот в названии тут заложен некий контекст и такая иносказательность. Видите, вот, там две буквы. Можно прочитать Бордо, а можно прочитать Бордо. Да? Состояние Бордо в буддийской традиции это 4 дня после смерти называется обморок души. Называется сон без сновидений. И в эти 4 дня человек от многого очищается, освобождается, но при этом остаются все личностные характеристики, но стирается как бы его высшая память. Не то, что стирается, она входит в некий запасник в матрицу человеческую. И следующее воплощение человек живет со свежими мозгами, он освеженный, он новый. Вот. И это состояние очень важно. Но важно понимать, что как бы, после этого состояния дается тонкое тело Тара, и там начинается новая жизнь в тонком теле, и это тоже очень такое большое состояние важно. И вот в этот детский проект, он на самом деле и очень юморной, и серьезный, потому что очень много мудрости и настоящего знания из детства. Когда человек раскрепощен, расслаблен, искренен, в этом очень много мудрости и очень много движения к истине. Этот проект это как бы говорит о том, что надо бороться за свое сверхсознание, за свои сверхсостояния.